Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре 4 февраля, пятница, друзья. И это утро с вами начинаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня в нашем эфире мы узнаем, как работают учреждения культуры, театры, музеи и в период ограничений, чем поднимают себе настроение японцы в период пандемии. Ну а также вместе с шеф-поваром приготовим вкусный и полезный завтрак, овсяные блины, познакомимся с волонтерами, оказывающими помощь пожилым гражданам и всем, кто в ней нуждается. А также вместе с нашей коллегой мы сегодня научимся играть на таком музыкальном инструменте, как укулеле. Друзья, будьте с нами, делитесь хорошим настроением. Для этого есть все современные социальные сети. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, что вы уже запланировали на эти выходные, как прошла ваша неделя, какие у вас планы на эту пятницу. На нашей странице в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Если по какой-то причине вы не можете смотреть нас в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть повторы на нашем YouTube-канале yak24.ru. И вам совершенно не обязательно находиться возле телеэкрана для того, чтобы посмотреть нашу программу. С помощью нашего приложения НВК Саха вы всегда будете в курсе всех новостей, а также будете начинать день вместе с вами. Ну а главная новость сегодняшнего дня – это, конечно, зимние Олимпийские игры. Сегодня в Пекине стартуют 24-е по счету игры. Пекин стал первым городом, принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры. В 2008 году в Пекине проводились летние Олимпийские игры. Тем временем в столице Китая действует тотальный карантин. Во время игр спортсмены и чиновники будут полностью отрезаны от внешнего мира. Они будут находиться как бы в пузыре. Установлены строгие правила контроля за состоянием здоровья спортсменов в зоне карантина. У атлетов должны быть прививки или 3 недели карантина. Болельщики смогут попасть на игры только по специальным приглашениям. А иностранные болельщики, к сожалению, смогут только видеть трансляцию, потому что билеты не продавались. Видеотрансляции церемонии открытия Олимпийских игр можно будет увидеть сегодня на канале «Россия-1». Она пройдет на Пекинском национальном стадионе в 15:00 по московскому времени. Первый канал также покажет трансляцию. Вы можете все это видеть на телеканалах Матч ТВ, Россия-1. И в эфире Первого канала также будут выходить еще дневники Олимпиады. Но для нас, якутян, отрадно, что в состав сборной по хоккею для участия в играх вошел уроженец Якутии Андрей Кузьменко. Пока он числится среди запасных, но заместитель министра спорта Александр Бугаев в ходе прямого эфира в соцсетях выразил надежду, что он все же выйдет на лед. Ну что, будем следить за соревнованиями и напомним, что в 2010 году по женскому хоккею Зоя Полунина стала первой российской зимней спортсменкой, представляющей Якутию в составе сборной страны на Олимпийских играх. Ну и еще раз напомним, что сегодня открытие зимних Олимпийских игр. Трансляцию можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «Россия-1» в 15:00 по московскому времени, друзья. А следить за Олимпиадой, за нашими спортсменами, болеть за нашу российскую команду, а также за наших якутян, все это можно делать на телеканалах «Россия-1», Первый канал, Матч ТВ. И обязательно смотрите дневники. Кстати, Руслан, у тебя с этим как дела? Запланировал ли ты уже просмотры? Запасся ли ты там флагами, дуделками, гремелками, чтобы поболеть? Ну, обязательно, конечно, если будет достаточно времени, я постараюсь посмотреть Олимпийские зимние игры, тем более, что уже давно не было таких вот значимых соревнований. Но и, кстати, хотелось бы отметить, что если, в принципе, к спортивным, да, соревнованиям, к онлайн-трансляциям мы уже более-менее привыкли, то вот формат онлайн-спектаклей театров появился не так давно. Русский драматический театр имени Пушкина в связи с вынужденными ограничениями и запретом встреч со своими зрителями с февраля начал онлайн-показы спектаклей. О том, как они проходят, как виртуально теперь смотреть премьеры, расскажет Александр Лобанов, директор и художественный руководитель Русского драматического театра имени Пушкина. Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро. Формат онлайн-спектаклей для вашего театра совсем нов или в прошлом году он был точно таким же?
Ну, конечно же, это уже повторы. Спустя год фактически мы вновь переходим на онлайн, но все мы сейчас заложники этой ситуации. И я думаю, может быть, где-то это и на пользу пойдет нам и нашим зрителям. Мы сможем вспомнить, какие спектакли были у нас в репертуаре, какие спектакли есть в репертуаре. Ну и не обойдемся без премьер. Да, вот с февраля вы уже полностью работаете работаете онлайн. Как формировался репертуар? Все ли спектакли подходят для такого формата? И главное, где теперь смотреть ваши постановки? Ну, сейчас для всех уже приемлемая площадка — это YouTube. И, в принципе, выбор, слава богу, у нас за эти годы довольно-таки большой. Мы постарались на репертуар февраля в онлайн-показе все-таки соблюсти такой баланс между действительно спектаклями, которые у нас есть в репертуаре, и которые у нас были в репертуаре, и тоже были выше. Это архивные записи, и я надеюсь, что многим придется по душе именно наш репертуар, который на февраль месяц, потому что мы постарались здесь и сохранить интерес и классическим постановкам, и не обошлось и без постановок грозного режиссера Сергея Потапова. Я думаю, что, в принципе, довольно останутся все. Если пробегать просто по списку, да, это комедия «Красотка и семья моя», это булгарские «Мертвые души», это чеховская «Чайка», чеховский «Вечный сад», нас обвенчает при Фужана Нуна, это «Семеро святых» Улицкой, это «Премьера», «Своя кровь» Владислава Левочкина, это «Страсти по ямщику» Василия Тарасхава. А что как раз-таки касается премьеры спектакля «Своя кровь», вы его как-то адаптировали под онлайн-формат? Или вот как мы сможем увидеть это, вот, само восприятие будет вот этой постановки? Или это как в театре, вот, как будто бы полное погружение в действие? Ну, конечно же, полное погружение перед экраном, не знаю, там, телевизора или гаджета, конечно же, невозможно. В принципе, все-таки театр — это когда находятся люди по обе стороны, то есть кто-то на сцене, кто-то в зрительном зале. И максимальные эмоции все-таки, они доступны только находясь в зрительном зале. Это уже безусловно. Но в данной ситуации мы вынуждены, конечно же, максимально попробовать передать тот или иной спектакль для зрителей, чтобы они смогли его оценить, вспомнить. Это полноценные телевизионные версии, которые мы снимаем постоянно. Каждый спектакль у нас снимается. Это и для архива театра, это и для архива нашего фонда. Я думаю, что в принципе зрители останутся довольны в любом случае, потому что в такой период, как сейчас, мы вынуждены работать дистанционно и соприкоснуться с театром хотя бы так. Я думаю, что это все равно есть какое-то решение для наших зрителей и для любителей театра. Скажите, а вот по спектаклю «Своя кровь» это кто автор и режиссер этого спектакля, и кто будет задействован в премьере? Да, это действительно интересная премьера. Чем она интересна? Ну, во-первых, скажем то, что в свое время, не так давно, состоялась лаборатория современной драматургии. Были отмечены определенные пьесы, которые потом предлагались к постановке. Вот одна из них — это именно «Своя кровь». Автор довольно-таки известный в кругах отрасли культуры нашей. Это Владислав Левочкин. По совместительству, не знаю, как точнее сказать, это первый зам министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Но мало того, он еще и творчески довольно-таки интересный человек, который уже давно. И у нас на самом деле это уже не первое знакомство, но то, что мы взяли постановки драматургии, это впервые. Именно вот пьеса «Своя кровь»
Постановка ставилась к фестивалю «Диалоги», которые прошли в ноябре месяце прошлого года в Москве. Это уже третий по счету международный фестиваль, где спектакли состоят из 2 актеров. И, конечно же, будем надеяться на лучшее, и что в будущем все-таки ограничения снимут. А вот какие спектакли нас ждут в марте, какие премьеры в работе? Тем более, что как раз-таки год знаменателен тем, что отмечается столетие Якутской АССР. И также гастрольные туры. Планируются ли они в этом году? И также, куда вы поедете? Планируете ли вы поездку в Ярославль? Вот так сразу, куда же вы планируете? Планируете ли вы поездку в Ярославль? Все сразу, да? Ну, хорошо. Да, действительно, этот год у нас отмечается столетие автономии республики и 390-летие вхождения в состав российского государства. И очень много именно мероприятий, премьер, которые касаются именно то есть в рамках мероприятий к столетию республики. Сейчас, в данный момент, мы стараемся тоже не включаться от ночной ниже и стараемся подготовиться к марту месяцу. Надеемся, что в марте как минимум мы сможем выйти уже на зрителя. И здесь мы готовим как премьерные постановки, так и спектакли, которые восстанавливаются. Это будут Дни Турбиных, мы восстанавливаем их, это будет «Созвездие Марии», опять же, они еще своего рода первый шаг к 250-летию Петра I, который также отмечается в этом году. У нас состоится 2 премьеры, это «Академия смеха», Методий Котки, автор японский драматург, довольно известный, в постановке Лады Мичурину. И еще одна поэтическая музыкальная вещь «Весна души» по мотивам произведений Куприна, Бунина и Кузьменко. Я думаю, что это будет интересный такой подарок для всех, как для женщин 8 марта, так и для мужской половины. Довольно-таки хороший проект, который должен быть по вкусу всем нашим зрителям. Но мы будем надеяться, что действительно мы все-таки дождемся и вашего гастрольного тура, и также в скором времени сможем посетить театр, увидеть это тоже все. должен состояться в августе месяце. Спасибо вам большое, желаем вам дальнейших успехов. Будем мы, конечно же, ожидать всех этих премьер, а также посмотрим с удовольствием весь ваш репертуар. Друзья, а в данный момент мы прервемся на небольшую паузу, и совсем скоро вы узнаете еще больше полезной и интересной информации.